На Земле довольно много областей, которые остаются по тем или иным причинам малоизученными, где нога человека ступала от силы пару раз. Неизведанные горные хребты, поросшие лесами и окутанные туманом, и являются теми таинственными местами. Именно сюда современнику, уставшему от гонки, темп, который задает наша жизнь, нужно приезжать за душевным вдохновением. Повсюду изведанные и неизведанные лесные тропы, сохранившие свою чистоту. Мир стоит того, чтобы постигать его с должным почтением и неторопливостью. И сегодня мы приглашаем вас на экскурсию по новому туристическому маршруту к водопаду Экачожинский. Свой путь вместе с гидом Умаром мы начали с перехода по пешеходному мосту через Ассу, проложенному для удобства и безопасности пешеходов на пути к водопаду. Мы по протяжению маршрута к водопаду поставили везде знаки направления, также и название водопада на английском, чтобы для гостей и туристов, которые приезжают именно с других стран, из стран СНГ, чтобы они знали, что здесь находится водопад. И по маршруту также направлены такие маленькие металлические стрелочки, по которым человек по неволе не сможет заблудиться. А вот дерево интересно, как называется? Дерево, наверное. Да, дерево древнее. Порода, в основном говорят, дубовая, но точно название дерева никто не знает. Но судя по дереву, и если посмотреть на корни, то можно заметить, что дерево уже больше 100 лет. По дороге к водопаду можно заметить, что здесь цветут очень много черемши, которые расцветают именно в период весны. И до того, как оно расцветет, нужно их собрать. Но после расцветения можно заметить прекрасные пейзажи, которые здесь есть. Сорвать цветы, если их понюхать, то можно заметить, что запах как каким-то сиренем свежим, или же абрикоса. Это говорит о том, что да, именно вот таких цветов раньше в горной части наши лекари, народные лекари, делали разные бальзамы и лекарства для наших горцев. Во времена шелковых путей именно сильный спрос у горцев в виде торговли были именно лекарства, настои именно с кипяченой воды с лекарствами. Горцы сильно разбирались именно в растительности своей части, и поэтому все разные караваны, которые приезжали или проходили по горной части с Китая, например, в Египет или же в другие государства, именно у горцев брали лекарственные травы. Придерживаясь берега Экачожинского притока реки Асса, мы поднимались по удивительно разнообразной тропе, ведущей к водопаду. Весенний лес наполняется жизнью. Распускаются первые весенние цветы. Каждый из нас старался не наступить на пробившийся листочек или маленький цветочек, которые жаждали жизни в прекрасном лесу. Весна – это время ожидания, время надежды, расцвета и пробуждения. Здесь это чувствовалось особенно остро. Ну, периодами здесь есть места, где можно отдохнуть, передохнуть. Да? Вот давно знаете о том, что вот здесь кроется как бы водопад? Примерно где-то год назад у нас была информация, что найден новый водопад, и чтобы добраться туда, мы заблаговременно уже проверили маршрут. Самое главное – это безопасность для туриста или гостя, который идет к водопаду. Вот. Мы проверили маршрут не слишком сложный. Любой человек, даже начиная с детей и заканчивая до пожилого возраста, любой человек без проблем может пройти. И еще не был достроен мост. Мы сначала проложили мост, поставили указатели и уже потихоньку начали привлекать сюда туристов и гостей. На данный момент, кроме растительности весенней, тут еще можно наблюдать и мох на старых деревьях. Здесь из животного мира, из флоры, фауны, именно вот в этих краях обитают и насекомые, и ящерицы, и дикие кабаны, и медведи. Грызуны обитают, и также разного рода суслика, вот такого рода тоже животных есть много. Есть и ласки, мы замечали, есть и дикие зайцы, которые здесь бегают. Мы много раз замечали, когда ночью отсюда уезжали по ущелью, что многие зайцы проскакивали именно вот эти места. Когда мы проводим именно туристов и гостей по этому маршруту, даже и в других маршрутах, скажем, к примеру, к Столовой горе или к Лежгинскому водопаду, мы сначала делаем инструктаж безопасности, как себя вести при встрече с опасным хищником.
Мы ему объясняем, что целесообразнее будет, если человек не будет делать много шума, так как сам хищник, у него есть инстинкт самозащиты. Если человек будет громко кричать или же подавать какие-то знаки агрессии, то хищник может сразу же напасть. Поэтому, если вы встретите в чаще леса хищника, надо принять смиренную позу, не отводя глаз и не поворачивая спину к хищнику, спокойно и тихонько, медленными шагами должны отходить. У нас именно в горной части растет более 318 разновидностей растений. Из них 113 занесены в Красную книгу республики. Их срывать запрещено. И их можно срывать только в одном случае, если человек их хочет применить в каких-то лекарственных и вот таких лечебных целях. И заблаговременно, если он хочет собрать травы, он должен обратиться в заповедник, написать заявление, анкету заполнить, и ему уже, соответственно, госинспектора дают разрешение, и он может здесь собрать свои травы. Для лекарственного применения? Да. Да. Тут еще на одном квадратном метре несколько цветков. Да, здесь на одном квадратном метре несколько цветков. И самое интересное, все цветки, они имеют свой специфический запах. Поэтому ближе к лету, вот, к концу весны, здесь можно уже наблюдать, что запах и воздух какой-то по-своему бывает очень удивительный, даже дышится человеку намного легче в этот период. А липа здесь произрастает именно в этом вообще? Здесь произрастает липа, сосны, дуб и многие другие деревья. Вот по дороге через несколько десятки метров мы установили вот такие металлические стрелки, так что человеку будет лучше ориентироваться именно к направлению к нашему водопаду, который мы держим тут. Как называются вот эти цветочки? Скорее это колокольчики маленькие, кстати, называются колокольчики. В основном в горной местности вот такие цветы, они растут не только на, скажем так, на бревнах, которые упали в чаще леса, но и на каменистых почвах, также и на Соловой горе, если подняться 3000 метров вверх, можно заметить альпийские луга, на котором пасутся местные коровы. И когда уже пробуют мясо в горной части крупнорогатого скота, на равнине разница бывает очень большая. Среди двух огромных каменных глыб, которые упали впоследствии камнепада, который случается здесь часто в горной части, именно позади меня, который проходит горный наш хребет, постоянно бывает камнепад ввиду с погодными условиями во время дождливой погоды и во время заморозок. И образовали такой интересный коридор именно два этих огромных каменных глыбы. Посмотрите, какая тут насыщенность, да, вообще природной красоты, что даже на голых камнях уже начали расти черемша и другие роды вида растений, о котором я вам говорил. Секрет в том, что идет ассимилизация вообще всей растительности в горной части. Из-за ветра, который переносит семена, все семена очень хорошо уживаются ввиду чистой экологии нашей горной части. Вот мы уже подходим к водопаду. Самый сложный отрезок участок уже пройден. Все опасные вот пейзажи, камни и другие бревна, все позади. И человек, который дошел до точки вот своего маршрута, может наблюдать, как красиво падает река именно с высокой горы, образуя именно водопады. И оказываясь в вот таких живописных местах, человек успокаивается, можно сказать, обретает душевный покой и немножко вписывается именно в тот период горцев, которые здесь жили именно в средневековой период. То есть это та точка, на которой уже забываешь о пройденных трудностях, да. И впереди видишь только водопад. Конечно. Конец нашего нелегкого пути ознаменовался ошеломляющим чудом природы. Водопад Эко-Чужинский приковал словно магнитом. Ощущение величия природы
заставили задуматься о многом. Тут же мы встретили туристов из Москвы, которые поделились с нами впечатлениями о красоте горной Ингушетии. Потрясающий водопад. Наконец-то добрались до этого места. Вот. Перед этим много ездили, много смотрели, много потрясающих видов, много потрясающих ракурсов, много фотографий. Каждый раз открывается новый вид. И это место не исключение. Каждое по-своему уникально. В принципе, все очень красиво, все очень достойно, все очень удобно. Добраться, проехать, никаких проблем нету. Ну, естественно, впечатлений много, очень ярких. И думаю, что они сохранятся еще надолго. Как познакомились с Ингушетией? Это интернет, это советы друзей. В благотворительном фонде в конкурсе победил, да, и подарили путевку. Вот, поехал с супругой и не жалею нисколько. Еще приедем с детьми, у нас 3 детей. Вот. Думаю, что соберемся, может быть, в следующий раз, следующим летом. Будем советовать друзьям, близким. Поделимся фотографиями, все уже спрашивают, как, где. На 3-й путь уже было видно, уже было слышно, что это водопад, что водопад не маленький. Шаг ускорили, хотелось скорее посмотреть, не пожалели. Очень нам понравилось, водопад потрясающий. Это уже 2-й водопад, который мы сегодня посмотрели, и один краше другого. Вы были на каком водопаде? Мы были на водопаде... Который рядом с гостиницей. Лежгинский. Да, Лежгинский, да. На Лежгинском водопаде. Там оборудованная тропа, туда проще добраться. Здесь больше понравилось тем, что необычный путь сюда ведет, эмоции выше всяких похвал. Вот вы ехали через перевал, видели башенные комплексы? Да, видели башенные комплексы, останавливались, смотрели, фотографировали. Какие-то названия комплексов запомнили? К сожалению, нам очень сложно даются эти названия. Ну, да. да. Первый раз сложно на слух запомнить их. Но мы будем стараться, чтобы пересказать. Мы записывали саму экскурсию, чтобы потом пересказать ее, рассказать. Эко-Чужинский водопад – это удивительное явление, на которое можно смотреть бесконечно. Вид падающей с высоты воды завораживает и дарит незабываемый прилив энергии и положительных эмоций. В основном эта вода, она протекает из Цориламского горного хребта, который находится позади Эгикала. Вот. Гора Цейлам, она удивительна тем, что из этой горы и тех хребтов, которые пересекают эту гору, из него вытекают очень удивительно многие источники. И один из этих источников – это Эко-Чужинский водопад, который набирает свою высоту именно к подножию горы Цейлам. Высота водопада – это где-то 22 метра, 20 метров высотой водопад. Он, конечно, является не маленьким, потому что Лежгинский водопад, он несколько метров меньше, чем Эко-Чужинский, да. Вот. И сама местность, в котором именно вот, течет Эко-Чужинский водопад, можно заметить, что даже на голых камнях уже произрастает такая растительность. Это связано с тем, что сам по себе вода, она имеет очень много полезных минеральных веществ, которые полезны для человека самому. Вот мы видим, что здесь произрастает и мох, и лишайники, Да. и другая растительность. И сам по себе водопад, он очень чистый, так что любой человек, даже в древности горцы, которые жили, они никогда не держали каких-то вроде фильтров, таких примочек, а чисто брали воду именно с родника, который течет с водопадом. Мы знаем, что вот на пути к Лежгинскому водопаду произрастает липа и очень много других деревьев. И определенный период времени
Там определенная красота, Да. своеобразие красоты. Чем отличается вот это ущелье? Это ущелье... Пока что мы видим, здесь вот произрастает кипель Да. леса. Но особенно вот красивые виды это ущелье обретает именно весенние и осенние периоды, когда все начинает цвести. Именно в осенний период, когда еще листва падает, некоторые цветы они остаются вплоть до ранней зимы. И когда человек уже наблюдает всю эту красоту, можно заметить, что половина леса бывает еще зеленоватым, а половина уже леса бывает немножко вот такие снежные немножко холмы. И еще когда в горной части целый год светит солнце. И вот оттенок этих солнечных лучей еще добавляет неописуемые вот живописные пейзажи именно здесь. Но именно в зимний период, именно когда вот полностью выпадает снег в горной части, здесь как будто жалюзи становятся сосульками полностью вот это место. Даже вот те маленькие вот брызги воды, они полностью накрываются как бы занавесами снежными. Ледяной занавес. Да. Теперь уже этот маршрут можно назвать постоянным туристическим? Конечно, мы его уже маршрут утвердили, он уже вписан в график комитета по туризму именно в маршруты. Мы его добавили еще новый маршрут. Из 25 маршрутов вот еще и можно добавить 26-й. Конечно, мы еще и 6-7 маршрутов мы еще разрабатываем. Мы сейчас делаем на них паспорта. Так что в ближайшее время мы сможем еще 5-6 маршрутов увидеть с вами, походить и привлечь нам намного больше гостей и туристов. На протяжении всего пути много удивительных растений. Сочные, красивые, яркие. Гид нам рассказал, что это черемша, которую можно попробовать. Это очень вкусно. Мясо, наверное, И полезно. особенно. И полезно, да. Если заблудитесь в Ингушетии, то не пропадете. Белки, лягушки, все. Растения. Да, растения. Очень Можно красиво. всё. Очень красиво, воздух потрясающий здесь. Ну, вообще, даже когда приехали с первых дней, природа, можно сказать, первозданный вид свой сохранила очень, очень хорошо. По дороге видели много разных цветов. Они растут на пнях, на земле. Голубые были, белые цветочки. Удивительно. К Что это за сожалению, мы не фотографирование? знаем названий этих растений. В своей программе мы сегодня провели вас, дорогие телезрители, по непройденным тропам Джайраска-Асинского ущелья. Сейчас время планирования летнего отдыха, а начинать этот отдых необходимо со знакомства с теми местами, которые еще не изведаны и доставляют особенное впечатление. Водопад Эко-Чежинский определенно относится к этой категории природных чудес. Это действительно роскошная демонстрация величия и силы природы, естественное чудо, созданное природой без вмешательства человека.